И вот, за отказ выдать им абрека Зелимхана, родовые поселения Кок и Нелх были разрушены, а все жители аула, включая женщин, детей и стариков, были сосланы в Сибирь. Мы часто натыкаемся на попытки ингушей обвинить чеченского абрека Зелимхана Карачоевского в том, что он является причиной разрушения двух хуторов Нельх и Коки. На самом деле, если ссылаться на первоисточники из государственных архивов, мы видим, что эти два селения пострадали в первую очередь из-за нескольких местных жителей, состоявших в шайке абрека Зелимхана. Сейчас мы вас познакомим с главным героем нашего сегодняшнего выпуска. Этим всадником является Асланбек Катиев, сегодняшний наш герой. Жизнь и судьба Асланбека Катиева была полностью посвящена служению Отечеству и является достойнейшим примером для подрастающего поколения. Личностные качества Асланбека Катиева, наряду с военной службой, его преданностью своему народу, интеллигентность, забота о своих родных до сих пор приносит свои плоды для потомков. В то же время, если взять моего прадеда, это он не только является знаковым человеком для нашей семьи, он является значимым человеком для ингушей в целом. А в чем проявил себя товарищ Катиев, ингушский герой, которому возводят памятники и у которого должно брать пример подрастающее поколение? Мы предоставим вашему вниманию следующий документ, в котором перечисляются подвиги нашего главного героя. Гриценко в своей работе «Классовая и антиколониальная борьба крестьян Чечено-Ингушетии на рубеже XIX и XX веков» на странице 101. Осенью того же 1910 года восстали крестьяне ингушского селения Сагапши. Это восстание было жестоко подавлено. Восставали также крестьяне двух больших хуторов, Нельха и Коки, вблизи хутора Галашки. По приказанию главнокомандующего Кавказским военным округом эти селения были уничтожены, а сами крестьяне в мае 1911 года сосланы в Сибирь. Офицер Катиев, весьма преданный долгу службы и происходивший из большого рода тех же ингушей, активно участвовал в уничтожении хуторов. Катиев по известным ему тропинкам провел военный отряд в Горную Ингушетию, где гнезда и твердыни ингушей были разрушены до основания. За усердную службу Катиева повысили в должности и представили к чину подполковника. На взорванной в 1910 году башне в ауле Коки выгравирована памятная табличка. И глядя на эту табличку, мы задаемся вопросом, почему на ней нацарапали ложное обвинение в адрес Зелимхана, а не благодарственное письмо на имя товарища героя Ингушетии Катиева.